традиционная пресс-конференция водоканала перед отопительным сезоном. Значит, хотел бы начать с того, что сделано с головы. Это вот водозаборные сооружения. Значит, там у нас станция 100% готова. Традиционно, значит, все емкости осмотрены, очищены. Техническое обслуживание всех насосов, насосной станции первого подъема и второго подъема отревизированы. Значит, на сегодняшний день у нас полностью закуплены все реагенты для очистки воды. Они завезены, находятся здесь, в городе Якутске, по сетям водоснабжения. Сети водоснабжения – это те артерии, которые подают воду в город. На сегодня очистка и ремонт водопроводных колодцев проведена 100%. Подготовка, промывка и дезинфекция водоводов тоже 100% проведена. Очистка резервуаров в водоузлах в РЧВ 13 штук тоже полностью 100% очищены и дезинфицированы. Значит, и ревизия водозаборных колонок, которых у нас 42, тоже полностью завершены. По канализации у нас работа ведется круглогодично. Она не только касается подготовки к ОЗПД, поэтому там работы продолжаются. Промывка линий канализации, значит, у нас на сегодня 93%, и мы его намерены продолжить до октября, возможно, даже и в октябрь войдем. Чистка приемных резервуаров КНС мы перевыполнили 110%, мы 2 штуки больше сделали. Это для того, чтобы нормально перезимовать. Ревизия камер переключения 100% сделана. Замена люков на чугунные в колодцах 34%, и они будут продолжаться до конца года. Значит, мы в этом году заключили договор о поставке новых тяжелых чугунных люков, которые мы все 100% получили. Они у нас здесь находятся. Установка будет проводиться круглогодично. Значит, также мы начали очистку коллектора номер 2, который проходит вдоль городского канала. Значит, из плана 1200, километр 200 мы завершили половину и дошли до сквера Водяновой, и оттуда мы должны дойти до Петра Алексеева. Дополнительно заменено 29 канализационных колодцев, значит, в течение лета. И заменены канализационные сети. Эта замена также продолжается. 68%, так как они пролегают в грунте. Некоторые работы у нас по замене канализации, они сезонно проводятся только в период холодов, когда грунт уже мерзлый. Поэтому уверенность в том, что до конца года мы выполним план, здесь есть. Наверное, как вы заметили, и заметили все горожане, мы начали санацию, то есть обновление старейшего нашего коллектора, коллектора номер 1, это который пролегает по проспекту по проспекту Ленина. Значит, на сегодня они дошли до полярной звезды, и я думаю, в течение сентября коллектор у нас будет полностью обновлен. Я хотел бы показать вам видео, в каком состоянии находился коллектор на самом деле, потому что многие не представляют, что это такое. Это под землей в 9-12 метрах под городом ведется такая работа. Значит, вот это то, что было. Когда вы строили через трубу съемки?
Вот. Ну и, конечно же, провалы дорог и так далее, провалы колодцев, все вот происходит из-за этого. С 1968 года, с запуска вот этого коллектора, ни разу ремонт не проводился. И вот мы начали, и вот тоже кусок, вот, тот же самый кусок, да, после санации. Вот внутри, заметьте, новая пластиковая труба. Вот торчит, вот белая. Да, внутрь, да. Значит, мы нашли вот единственно возможную технологию, потому что если бы мы заменяли вот трубу на трубу, то надо было перерыть всю улицу, остановить половину города от канализации, да, и это было бы, конечно, ну, не очень удобно. Поэтому вот такую технологию наши специалисты, инженера нашли, договорились, и в этом году вот мы начали эту работу и, как я уже сказал, завершим. Вот в течение сентября, я так думаю, мы завершим. Этот коллектор доходит до, ну, весь проспект Ленина, до педучилища, да, где стоит у нас ГНС-3. И я думаю, проблемы все эти будут сняты. Кстати, надо сказать, что мы оттуда практически больше половины вот этой трубы было забито песком, грязью, илом, который вот параллельно мы очищаем и потом вот прокладываем новую трубу. Значит, это огромная работа, которая пока, к сожалению, не имеет источника, но если бы мы этот коллектор оставили бы еще на год, ну, с такой ситуацией можно было бы, я так думаю, дойти до того, что просто город утонул бы в фекалиях. Поэтому ждать некогда было. Далее, это станция биологической очистки стоков, куда стекаются все вот наши фекальные воды городские. Значит, там, значит, также полностью проведена ревизия и ремонт механизированных решеток, 100%, что в станции биологической очистки стоков и в самой сливной станции. Значит, зачистка песколовок проведена тоже 100%, откачка и зачистка первичных отстойников проведена тоже 100%. Значит, откачка и зачистка биореактора 50%, вторичных отстойников тоже 50%. Это мы первую линию, половину сделали в мае, в конце мая начали и завершили в июне. Вторую половину мы вот планируем в октябре. Поэтому до конца года все эти работы также будут проведены. Значит, также ревизия насосов закачки емкостей в канализационной очистной станции Жатай тоже проведены, там все работы проведены 100%, хотя мы понимаем, что эта станция должна закрыться и переключиться на новую станцию, которую мы строим в Жатае. Значит, ну, это что касается, значит, подготовки наших объектов к зимовке. Ну и венцом всего этого стала общегородская остановка. Значит, для чего делается общегородская остановка? Ну, в принципе, она остается по большому счету незаметным для горожан, потому что остановка проводится ночью, в ночное время, да. Значит, эта остановка делается для того, чтобы сделать ремонт тех узлов, агрегатов и оборудования, которые накапливаются в течение года, которые невозможно без остановки водоснабжения и водоотведения. Мы их в течение зимы латаем, переводим на резервные, там, допустим, условно, если из двух насосов один сломался, это на одном насосе работает и так далее. Да? И вот за ночь мы, утвердив регламент работ, значит, проводим все вот эти работы. В 28 местах одновременно работы проведены. Это и по электрике, и по КИП автоматике. Это и врезка новых трубопроводов, таких как, вот, допустим, водолиния Жатай, да? Значит, переврезка, замена участков, сбросной линии, водолиний и так далее, так далее. Значит, все работы регламентные проведены вовремя.
И в 6 часов утра вода в город была подана. И к 7 часам уже давление было, к 7, к полвосьмому уже давление по городу нормализовалось. Мы уверены, что водоканал перезимует нормально. Значит, что касается других объектов по строительству. Сегодня строим канализационную очистную станцию в Жатае. По плану мы должны завершить 31 декабря. И как я уже говорил, мы старую канализационную очистную станцию Жатая должны закрыть и переключиться на новую. И тогда стоки с Жатая, так же как из города, будут уже отвечать всем нормам. Значит, по нашему проекту строится, водоочистная станция в городе Покровск. Вот также 31 декабря этого года. Соответственно, мы планируем создать участок водоканала в городе Покровске и уже снабжать город Покровск тоже чистой водой. Мы работаем в Верхневилюйске. Как вы знаете, весной этого года мы там запустили после реконструкции станцию водоочистки. Значит, на сегодня ведутся работы по прокладке внутрипоселковых сетей, магистральных сетей. Мы обвязываем сети между котельными Верхневилюйской и села Андреевское. Это по сути одно деревня, одно село, только с 2 административными территориями. Строится там канализационно-очистная станция также. Значит, план ввода 22 год. Значит, мы начали работы по проектированию и по включению федеральной программы. Это село Намсы, тоже водоснабжение и водоотведение. Значит, город Вилюйск, Вилюйский улус. Буквально на днях мы уже подпишем соглашение с селом Сунтарах. Там уже проект есть, мы уже его включили в федеральную программу уже этого года, потому что проект очень достаточно высокой степени готовности. Значит, мы в этом году также начнем финансирование и строительство сетей водоснабжения села Верхний Бестях, это также Хангаласский улус. И работаем, значит, над проектом водоснабжения села Нижний Бестях, это Мегино-Кангаласский улус. Значит, то есть мы максимально стараемся проецировать знания наших специалистов, опыт наших специалистов на регионы республики, улусы и районы республики. Значит, у нас, конечно же, задачи стоят достаточно большие. До 2025 года, в принципе, у нас объем достаточно большой прописан. Значит, остается только, засучив рукава, пахать и пахать.